Вы являетесь олигархом. Естественно, я не могу сказать, что я бедный человек. Потому что сельское хозяйство в наших суровых климатических условиях, она экономически никак не может быть рентабельной. Этот единорос, значит, он какой-то не такой. А вот этот справедливорос, потому что он вот молодец. Вот до человека, который только занимается сельским хозяйством, доходит 20-30% только денег. Все на словах, конечно, очень красиво. Классно. Вот. Да. А почему мы это не делаем? Богатые пусть богатеют, но они должны делиться. Вы популист и псевдооппозиционер. Женщина и глава семьи, и хозяйка, естественно, мужчина лежит на диване, да? По истечении месяца он мне сразу признался в любви и сразу сказал, выходи замуж. Я говорю, ничего себе! Так они думают, семья это постель. Это абсолютно другое. Семья это организация. Никогда не сдаваться. Федот Тумусов – российский политический и общественный деятель, доктор экономических наук, профессор. В конце 90-х был президентом финансово-промышленной группы САПИ. Был трижды избран народным депутатом Якутии. На президентских выборах в 2001 году стал вторым, одержав уверенную победу в 19 районах республики из 35. Депутат Государственной Думы 3 созывов фракции «Справедливая Россия». По версии издания «Коммерсант» от 19 июня 2021 года Тумусов вошел в число самых активных депутатов с количеством внесенных законопроектов 189. Женат на Зое Егоровне Тумусовой, имеет сына и дочь, воспитывает внуков. Федот Семенович, вы представляете для нашего поколения, для моего возраста, да, поколения людей, которые уже только вступают в активную, скажем так, фазу жизни, тех людей, о которых мы все время много слушаем, но мы, к сожалению, не застали то время, когда в САПИ там действовал, да. Сейчас вопросы касаемо в основном на тот период возникают, да, критического плана, имею в виду. А когда нам все время о ком-то говорят, особенно в плохом свете, хочется пойти и прямо спросить, реально как было, что это правда, где темно, где светло, да. Поэтому сегодня для меня лично и, надеюсь, для публики моего возраста действительно такой уникальный случай, когда мы можем задать вопросы прямо вам, без купюр, как говорится. И у нас сегодня будет интересный формат. Такой, что мы редакции отбирали 10 мифов, наиболее таких часто появляющихся у нас где-то в инфополе, их отобрали и будем с вами разбирать. И надеюсь, что вы мне поможете разобраться во всем. И самый первый миф, которым я хочу вас задать вопрос, самый первый, это миф о том, что вы являетесь олигархом якутским и еще олигархом тундры. Как-то в этом свете, в общем, говорят все время то, что, в общем, вы богатый человек, у вас очень много денег. Знаете, есть такая китайская пословица: не дай Бог жить во времена перемен. Вот действительно, и мы с вами живем во времена перемен, когда одно тысячелетие поменялось другим тысячелетием, одна формация поменялась на другую формацию, и это очень интересно. На самом деле, наоборот, мне очень нравится наше время. А что касается вашего вопроса, да, естественно, я не могу сказать, что я бедный человек. У меня зарплата где-то около 400 тысяч рублей и годовой доход где-то 5 миллионов рублей. Но, насколько я знаю, слышал у депутата Ильтумена, одного из наших уважаемых депутатов, где-то 190 миллионов рублей годовой доход. Какой же я олигарх? Значит, я не бедный, но никакой не олигарх. Окей, да, действительно, я тоже изучала ваши декларации, да, и то, что за прошлый год 5 миллионов чем-то было, а до этого еще там 2 миллиона вы потеряли почему-то. Интересно, из-за чего это происходит? На самом деле я не потерял, значит, в прошлом году был такой ковидный год, да, и зарплата депутата, она состоит из множества разных факторов, и я можно сказать, целый месяц болел,
Значит, и еще когда вот была пандемия, был карантин, и за это время зарплаты, некоторые выплаты не платили. Из-за этого у меня как бы, несколько снизился доход. То есть нету такого, что если я вот депутат, а у меня зарплата там 450, так будет всегда, даже если я там что-то делаю? Если на больничном, то получают где-то 30%. Больничный человек не работает, у нас где-то 30% то, чего положено, получает депутат. Я перед тем, как отправиться к вам на эфир, у своего окружения тоже спрашиваю. Вот у вас есть возможность вот задать любой вопрос. Федот Семенович, задайте вопрос, какой бы вы спросили. И мне говорит мать 3 детей, живущая в районе, предприниматель, женщина активная, да, и она говорит, что я смотрю на Федота Семеновича как человека, который неплохо устроился по жизни, он лес не рубит, работой не заморен, очень в хорошем, не в плохих условиях находится, и говорит, а что нового он может предложить? Вот каков будет его ответ, я пойду за него, буду голосовать или не голосовать. Вот что нового вы можете предложить Якутии? Селянам. Да. Селянам. Вот, например, село надо рассматривать не как место, где что-то производится, потому что сельское хозяйство в наших суровых климатических условиях, она экономически никак не может быть рентабельной. Нерентабельной. Ее надо датировать. Значит, село надо рассматривать как уклад жизни народа Саха и всех якутян, которые живут на селе, которые испокон веков там живут. И вот как уклад жизни надо и организовывать, и финансировать, и все остальное. Значит, что такое семейная парадигма в экономическом смысле? Да? Сегодня как деньги из бюджета двигаются? Вот бюджет, потом Минсельхоз, потом какая-то структура, потом УЛУС. Вот до человека, который только занимается сельским хозяйством, доходит 20-30% только денег. А должно быть с точностью да наоборот. Все деньги, которые предназначены для сбережения народа, для развития народа, то есть направлены на человеческий капитал, они должны идти на семейные счета. Вот каждая семья должна иметь, на селе я имею в виду, должна иметь свой счет в банке. И к нему переходят деньги на его образование, на образование детей, на медицину, на жилье. Вот, например, насчет жилья. Да? Жилье должно быть таким образом. Она обязательно должна быть централизованно отапливаемым. Вот человека за ипотеку построили дом, молодой семье построили дом за ипотеку. Но первый ребенок появился, 25% вписывается. Второй ребенок появился, 25, то есть все 50%. Третий ребенок 75 вписывает. Четвертый ребенок полностью вписывает. То есть это уклад жизни. То там живет семья, мы должны его поддерживать. Второе, вот если у меня 2 детей, я сделаю на себе, ко мне приходят деньги, которые положены на образование моих детей. С этими деньгами я прихожу к директору школы и говорю, вот я хочу моих детей, чтобы они у вас обучались. Директор, да, я с удовольствием. Вот мы заключаем договор, деньги перечисляем ему, и он как бы моих детей обучает. Вот так должно быть. И то же самое в медицине. Тогда только мы можем поддержать село. Это первое. Второе, если человек занимается сельским хозяйством, то есть теплица, огород, крупный рогатый скот содержит, да, мы его должны датировать. То есть платить ему за то, что он сам себя кормит. Например, есть семья из 5 человек, да, 3 ребенка, отец и мать. Им для того, чтобы самим себя содержать, вот, норматив, медицинский норматив на каждого человека должно быть 87 килограмм мяса производить. Сам должен производить, то есть содержать коров, и сам себе это потреблять. Второе, 240 литров молочного молока, он тоже должен сам. Сколько надо? Мы посчитали это всего, вот, начиная от маленького теленка, заканчивая дойной коровой, это должно быть 12 голов. И мы должны за то, что он это делает, мы посчитали, то я посчитал, значит, 25 тысяч рублей за каждую голову надо платить. В месяц? Да, не в месяц, а в год. В год, да, 25. И этого, то есть он сам себе производит, за это ему из расчета 500 килограмм, вернее 500 рублей стоит 1 килограмм, значит, да, и 50 рублей литр молока стоит. Он сам себе, если производит, себестоимость. И вот он сам себя производит. Если у него появляются излишки, пожалуйста, продавай. Должна быть система закупок. Покупать 50 рублей литр, покупает, и мясо может продать. Вот тогда мы тогда можем сказать, да, мы сделали на селе все условия для того, чтобы там семья жила, сама себя обеспечивала, еще и развивалась.
У меня вопрос. Все на словах, конечно, очень красиво, классно. Вот, Да. а почему мы это не делаем? А вот, кстати, Почему мы имеем вот то, что абсолютно сейчас, правильный что мы вопрос. В имеем? 98 году я этот проект реализовал на практике. Где? Вот в корпорации САПИ. Значит, у нас был такой проект «Агрочек». Агрочек, значит, да, мы вот то, что положено было для сельского хозяйства, например, 100 миллионов рублей, мы каждой семье выпустили агрочек, там за подписью президента Алроса и президента САПИ. Кстати, это делал Алексей Сергеевич, вот этот весь проект, ну, идея была моя, он на все это отработал как финансовый директор. Мы раздали это агрочеки всем. Где? В каком-то районе конкретно? Да, вот или- 8 улусах алмазной провинции, Где? да, Да, по количеству поголовья скота, допустим, да, они, потом мы им дали прайс-лист, где написано, значит, там водку нельзя покупать, можно сено, комбикорм, курис, там, ну, все, эти деньги должны быть направлены на создание и развитие собственного хозяйства. И вот этот прайс-лист, и они выбирают в соответствии со своей суммой, да, выбрали, и мы ему просто прямо во двор привозим сено, комбикорм, там, люди помнят и кур, и гусей, и кроликов мы всем им во двор поставляем, он рассчитывается этими агрочеками. А тот, который доставил, эти агрочеки, естественно, в нашем банке, значит, превращал в деньги. Да. Вот это мы в 98 году сделали. Поэтому это на практике опробированный проект. Ну, значит, вы это предлагаете и сейчас? Да, и сейчас предлагаю. Ничего И не сейчас. поменялось. Семья это главное, Да. надо поддерживать и так На далее. селе, я имею в виду. Окей, с рождением первого ребенка столько-то закрываем ипотеки, с Да. рождением второго Да. столько-то. Да. Это же может стимулировать не очень осознанное отношение к деторождению вообще. Есть Почему? люди, которые открыто говорят, что ну вот, есть и поддержка ипотеки, давайте Вот родим. смотрите, Европа, да, Европа, к 50-му году, в том виде, в котором она сегодня есть, там исчезнет. Там появится ряд мусульманских государств. Потому что у них коэффициент рождаемости 1,4, 1,5. То есть они вымирают. Пустота не бывает, понимаете? И туда уже приехали с Африки, Ближнего Востока, и они все займут. У нас то же самое. У нас то же самое 1,8. Я имею в виду по России. 1,8. И в Якутии то же самое. И мы еще 3 поколения мы исчезнем. Давайте. Вот говорим демография, это же конкретная вещь. Поэтому надо платить за то, что он сам себя обеспечивает, сам себе строит за то, что он это делает, понимаете? А не просто лежит ему там, как в сказке, да? Мановением пальца там золотая рыбка привезла. Нет. За труд надо, за то, что он живет, трудится, вот надо и платить. Хорошо. А за то, чтобы воспитывать детей, это же надо трудиться. Мы тоже, вот я вырос в семье, где 5 детей. Маленькая зарплата была у моих родителей. Как они нас, всем дали высшее образование, всех мы ездили, ну, в Новосибирск, в Хабаровске учились. Вы думаете, они за счет зарплат? Нет. За счет того, что у них были вот этот крупный рогатый скот. За счет этого хозяйство. они нас и кормили, и обували, и обучили. Вот и все. Окей. Теперь за чей счет вот будет вся эта система? Куда Смотрите, деньги у нас пойдут? экономика должна быть, ну, не Но то, сейчас что... везде идут оптимизации, там сокращения, тут так, надо... Ну, абсолютно правильно, потому А что откуда везде деньги сокращают. тогда на Почему это? сокращают, да? Потому что, вот я же сказал, бюджет, структура, и им надо делать что-то видимое, да? Сократили сегодня, завтра на 20% наоборот увеличили. Это же игра чиновников, А вот если будет семья была, семью же не сократишь, ну, естественно, кроме естественной меры. Поэтому семья, вот смотрите, иногда вы хотите закрыть Минсельхоз, да я не собираюсь ее закрывать. Содержание работы меняется. Вот если деньги поступают не в Минсельхоз, а ко мне в семье, да, и пусть он из Минсельхоза приходит, мне делает услуги и получает эти деньги. А мы, кстати, к этому двигаемся. Вот то, что Путин там одно, второе, третье, да, делает. Ну да. Он вот последнее послание. Выплаты школьникам. Последнее послание, которое он сделал, да, я считаю, что он сказал о семейной парадигме развития общества. Половина, вот на одной странице, например, да, 8 раз он употребил слово семья. Он уже понял, что нам надо поддержать семью в России для того, чтобы вообще выжить. Если семьи не поддержим, все, в России не будет через 3 поколения. Ну да. Мы на разных вот уровнях, и руководство государства, и мы, да, где-то в доме у себя с окружающими говорим о том, что семья важна, да, она нужна, она оплот там жизни. Но при этом статистика ЗАГСа говорит о том, что в течение года после регистрации брака 70% разводятся. Вот смотрите. Что случилось? Мы говорим
по Марксу, по Карлу Марксу, семья это ячейка общества, да, вот как сота есть, да, сота, это пчелиная, вот они сота, то есть это общество, сначала общество, потом у них там ячейка. Должно быть все наоборот, начало, не ячейка, а начало. Генетический код общества это семья. Тогда совсем другое мышление будет. Ну как это сделать? Вот на словах это все окей, почему да, на словах? Вот дайте мне, вот как говорил Архимед, да, Архимед, он сказал, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Вот дайте точка мне, опоры для вас это избиратель? Точка опоры для меня это избиратель, точка опоры это возможность принимать решения. Вот депутат, он как участвует в принятии? Он предлагает, но принимает решения все. Вот 450 депутатов, они должны проголосовать. Должно проголосовать 226, чтобы твое предложение прошло. Нас меньшинство. Вот я говорю вот детям, да, когда школьникам, когда встречаюсь, я говорю, ребята, в первую очередь вы должны себя готовить к семье, девушкам стать хранительницами семейного очага, мужчинам, мальчикам главами семей. Но это не значит, что вы сегодня должны там идти в постель. Это совсем другое. И вот вы говорите, там сколько-то процентов разводится, да? Так они думают, семья это постель. Это абсолютно другое. Семья это организация. Организация, во главе которой стоит отец, который берет лямку и тянет. Тут понимаете? Вопрос. Да. Кстати, вот вы сами мне напомнили, что во главе стоит отец. Окей. А мать тогда кто? Мать это хранительница семейного очага. Вот то есть она как бы на Якутском, втором плане? Не, она не в стороне. Вот смотрите, вот есть организация, да, во главе фирмы стоит отец, так? Вот он все тянет. Ну почему обязательно мужчина должен стать во главу угла? Почему не женщина? Потому что такая природа. Природа такая, понимаете? А женщина, она внутри забора, да, внутри забора, вот она должна быть хозяйкой. Вот на якутском языке это очень хорошо звучит. Хотун, да? Дал игер бар хотун. То есть внутри забора она главная. А в целом глава это мужчина. Вот у нас сегодня все поменялось. Женщина и глава семьи, и хозяйка, естественно, мужчина лежит на диване, да? Тогда будет только деградация. Поэтому все это и деградация. Нет, что тогда сделать сейчас? Вот искусственно поднять мужчин там? Не искусственно, сознание надо поменять. Сознание надо поменять. Где, как? Как? Вот с малого, с измальства, да, надо сознание так надо воспитывать и так надо обустраивать жизнь. Сейчас 20% Якутии, вот это 19-й год статистика говорит, 20% нашего населения живет ниже прожиточного минимума, уровнем жизни. Да. Что, вот из-за чего это? Финансовой грамотности ли не хватает? Нет, вопрос. Смотрите, 20% в нищете, значит, да, а какой-то там 0,5%, просто у них богатства растут. 190 миллионов, там еще что-то там, да, растет. Почему? Это вопиющая несправедливость. В чем справедливость должна заключаться? Да? Справедливость заключаться должна быть, богатые пусть богатеют, но они должны делиться. Должна быть такая налоговая система и должен быть такой так называемый безусловный базовый доход. Вот по факту рождения, что я родился, например, в Якутии, да, на Дальнем Востоке, значит, вообще в России, по факту рождения мне должны дать деньги. Потому что вся экономика России на чем строится? Она на гидробогатствах. На вот нефть, газ продаем, алмазы, золото продаем, куда они идут? Они в карман олигархов идут, они за границу их переводят, да? Поэтому они должны Что сейчас делать? Пойти к ним домой, спросить, где наши деньги, давайте все раздадим. Ну, спросить-то всегда можно. Надо создать систему. Создать систему такую, чтобы они делились. То есть должна быть прогрессивная шкала налогов. Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. А людям, значит, безусловный базовый доход. Я же говорю, по факту того, что человек живет и сам себя кормит на селе, ему должны платить зарплату. Сегодня этого нет. Если бы мы это сделали, совсем другая жизнь была бы. Никакой бедности не было. Не приведет ли вот это вот то, что мне государство должно, содержит скот, государство должно, рожаю детей, государство должно, не приведет ли вот такая парадигма, опять же, да, жизнедеятельности к тому, что мне все должны, а я ничего никому не должен? Нет, смотрите, вот когда расслабленности, мотивации нет. Ради чего? Государство это кто? Государство это кто? Это мы. Государство это мы же создаем. Вот когда абсолютная власть же кому принадлежит? Она принадлежит народу. Но раз в 5 лет он свою власть делегирует, значит, там, если главе, то главе или депутату для того, чтобы он там выражал и защищал их интерес. Вот
А вот иждивенчество, оно, как вот вы говорите, она воспроизводит иждивенчество, мы все будем лежать и как бы ничего не делать, да? Вот как раз либералы этими пугают. Вот по голове должна быть частная собственность, все должны лежать, и будут лежать и только простить. Да нет, я же говорю совсем другое. За то, что человек сам себя производит мясо, молоко, на селе, сам себя кормит, мы ему должны платить деньги. Сегодня это есть? Нет его. Как только это появится, у людей совсем другое отношение будет к сельскому хозяйству. Сегодня же как? Сегодня тот, который сегодня еще занимается сельским хозяйством, он же говорит своему ребенку: ты там на культурной реме, да, то есть ты не занимаешься сельским хозяйством, потому что это сплошная бедность, это сплошное рабство. Уходи в город, вот уходи. Он приходит, что тут он, ни специальности, ни жилья, ничего, и куда? И куда? Наоборот, вот мы производим то, что вы говорите, 20% бедности, существующая система, его надо поменять. А если бы он получал, вот он бы получал за то, что у него есть 12 коров, деньги 25 тысяч, да, по каждой голове, да, он бы сказал: давай, будем размножать, будем увеличивать количество, будем трудиться. Все равно трудится, понимаете? Я же вам говорю, ну вот, это адский труд. Да, вот мы сейчас все время возвращаемся к сельскому хозяйству, да, поэтому я все-таки задам этот вопрос. Сейчас простой житель, ну то есть который держит корову, не может сдать молоко государству, чтобы какой-то доход еще извлекать. Вот дурацкую систему создали, да? Вроде прислушались, надо каждой голове платить, да, значит, 35 добавили слово маточное. Понимаете? И тогда у вас мы молоко не будем брать. И все, это же неправильно. Вот я вам говорю другое. 25 тысяч каждой головы, начиная с теленка, заканчивая дойной коровой. Первое. Второе, молоко, если он сдает, принимать. Понимаете? Мясо, если он сдает, принимать, создать систему, а не так. Что нужно поменять, что сделать и сколько времени нужно, чтобы вот эта вот система заработала? Вот, финансирование, это же финансовая схема. Его поменять полгода это требует. Когда и где у вас была самая высокая зарплата? За всю свою жизнь? Не, когда я работал в САПе, мне платили очень высокую зарплату. Высокую зарплату платили, чтоб не воровал. Если бы маленькая была, наверное, был бы соблазн. Второй миф звучит так: то, что вы популист и псевдооппозиционер. То есть имеется в виду, что «Справедливая Россия» — это организация прокремлевская. Партия. Да, и то, что вы популист, это, ну, вы все время, вот, как только близятся выборы, Тумусов разбрасывается многообещающими фразами, которые, ну, вечно звучат. Что вы на это можете сказать? Что такое популизм? Да? Классическое определение популизма — это апеллирование к большинству народа, к народным массам. Да? Значит, то есть выражать чаяние, желание, проблемы народа. Вот я очень горжусь тем, что мне дали возможность выражать, защищать проблемы всех якутян в высшем законодательном органе страны. То есть то, что происходит, я каждый раз приезжаю, изучаю, встречаюсь и предлагаю. Вот там происходит то-то, то-то. Значит, ну вот, и многие вещи, между прочим, реализовываются. Да? Вот, например, первое. Когда в прошлом году, помните, значит, президент страны предложил, ну, во время пандемии, да, родителям, у которых есть дети до 3 лет, выплачивают определенную сумму. Но при этом он добавил, у которых есть материнский капитал. Ну, и все говорят: как это? А у кого нет материнского капитала? Это что, не ребенок до 3 лет? Мне сказали, я делал депутатский запрос, предложил Путину. Через некоторое время Путин это предложение принял и сказал всем. Второе. В прошлом году, в августе месяце, я предложил выплачивать 10 тысяч рублей семьям для приобретения, 10 тысяч рублей для приобретения школьной формы. О, популист! Начал говорить, в этом году он сказал: 10 тысяч рублей платить нет. Что значит прикрепленность? Решение принимает президент страны. Мое дело предложить. От имени народа предложить. Такие полномочия мне дали. Поэтому я предложил. Теперь вот дальневосточный капитал. Да, вот мы живем в очень суровых условиях. Должен быть обязательно, вот по факту того, что мы здесь родились, по факту того, что мы здесь долго живем и работаем на Дальнем Востоке, в том числе в Якутии, должен быть дальневосточный капитал. По размеру, как второй материнский капитал. Сказали опять популизм, да? Но сейчас партия, в целом партия, политическая партия, «Справедливая Россия за правду», она в своей программе записывает безусловный базовый доход.
Не только на Дальнем Востоке, но для всех тех, кто родился и живет в России, платить безусловный базовый капитал. Решение сначала сказал популизм, а сейчас приняли как программу, как одно из главных программных положений нашей партии. Вот таких вещей очень много. Вот, например, в 2019 году я в трибуне Государственной Думы выступал по вопросам здравоохранения. И самое главное, заострил внимание на первичном звене здравоохранения. Фельдшер, акушерские пункты и так далее. Там вообще финансирования ничего не было. Сказал, выступил, предложил. В августе месяце Путин уже дал задание. Значит, давай будем заниматься, сделаем программу первичного звена. Меня вот министр здравоохранения, как только меня увидел, вот после моего выступления, о, ФАПами мы занимаемся, мы делаем. То есть меня она видит и сразу думает про ФАП. То есть вот вроде как популизм, на самом деле это реальные предложения, это то, что нужно народу. Вы знаете, на последних выборах главы города Якутска, так, кто был главным оппонентом? Справедливая Россия была, кандидата «Справедливой России». Главный оппонент, вы сказали, да, ну вот действующей власти был ваш представитель, это Виталий Обедин. Да. А этот человек, которого вы, возможно, привлекли прямо перед стартом выборных дел. Ну, то есть он не ваш, а вот нет, так было надо по стратегии, у нас было 10 чтобы вы звучали. У нас было 10 кандидатов. Я фамилии, имена называть не буду, но люди писали, выдвиньте меня от вас. То есть 10 кандидатов. Мы всех внимательно рассмотрели. Виталий Обедин для нас не случайный человек. И во многом наши позиции совпадают. Все наши беды от монополии. Когда монополия, значит, они принимают непонятно как решение. Вот тогда нет никакой конкуренции. Вот поэтому, вот главное, мы, например, у нас наши взгляды совпадают. Да, он не член партии. Но по закону 50% кандидатов может быть беспартийными. Главное, чтобы он не был членом другой партии. Ну, то есть немножко выгодная позиция у него получается. Я членом партии не являюсь, но пойду от него. Потому что мне сейчас надо, выгодно, мне надо вот заявиться оппонентом. Ну, человек всегда, партии. Вот есть такая народная пословица, значит, рыба ищет где глубоко, человек ищет где выгодно. Вот я об этом и пытаюсь. Но на самом деле еще наши взгляды, политические взгляды, во многом совпадают. Почему вы так радикально разделяете людей? Этот единорос, значит, он какой-то не такой, а вот этот справедливорос, потому что он вот молодец. Почему так радикально надо? Неужели не в людях дело, не в качестве людей? Нет, неужели партиями все сказано? Вот смотрите, мы не против личности, мы против монополии. То есть должна быть конкуренция политических идей, политических партий, чтобы был спор, чтобы мы аргументирование, чтобы мы доказывали друг друга и выбрали то, что нужно народу. Ну вот сейчас мы подходим к третьему мифу. То, что вы всегда активизируетесь в аккурат перед каждые 4 года, в общем, перед очередными выборами, которые должны произойти, чтобы, ну вот, себе... Может быть, наоборот, на меня начинает обращать внимание, когда начинаются выборы, да? Я не знаю. Потому что я веду свой аккаунт, значит, и в Фейсбуке, и в Инстаграме. И даже в ТикТоке. Да, даже в ТикТоке, да, я рассказываю о своей работе, то, что я сделал, то, что я предлагаю, да. Поэтому любой, который, ну, 50 тысяч подписчиков в Инстаграме, любой может за моей работой проследить, это первое. Но этот миф пришел, знаете, откуда? Он пришел еще с давних времен, когда вообще меня ни в газеты, ни в телевидении никуда не пускают. Никуда не пускают, нигде не показывают. Так? Поэтому я и активизировался в социальных сетях, там, где можно свободно излагать свои идеи, выступать. А когда перед выборами за месяц, они обязаны просто всем кандидатам дать. И людям кажется, что вот 4 года мы телевизора не видели, а тут он появился, перед выборами активно. Так меня не пускают туда. А тот, который следит в социальных сетях, он постоянно видит. В этом вся проблема. А вот как проходит день у депутата Государственной Думы? Ну как, ну... Тайм-менеджмент, как у вас организован внутри семьи? Подъем в 6 часов, там утренняя прогулка, завтрак, потом уже 8:30, значит, Думу, с 10 там заседание фракции, 12 заседание, пленарное заседание,
до 4, потом уже работа комиссии, в общем, до 6 примерно, потом домой. И так каждый день. А выходные как вы проводите обычно? Ну, в Зоя выходные Егоровна? обычно мы стараемся с внуками Ага. встречаться, в кино сходить, на дачу съездить к сыну или куда-нибудь в музей с ребятами сходить. Ага. А дети ваши, получается, в Москве живут, да? Да, они живут в Москве, значит, потому что когда в 2001 году я участвовал на выборах, значит, я понимал, что выборы это не совсем приятное дело для детей, поэтому я их перевел туда, чтобы обезопасить психику детей. Ну, с одной стороны, это было правильно, с другой стороны, конечно... Им сколько лет было, когда вот они туда переехали? Семен-то он уже был студентом, значит, Маша была Школьница еще, школьницей, да, и там она школу закончила в Москве. А Семен здесь закончил. А сейчас чем они занимаются? Семен работает в Транснефти ведущим специалистом. Маша работает в Госдуме. Какой вы папа? Строгий или балуете? Знаете, вот я недавно, когда уже очередной раз уезжал в Якутск, дочка мне написала письмо, сказала в самолете прочитать. Ага. Значит, я это письмо до сих пор храню здесь в сердце, потому что там была, какой я отец был, вот она и написала, как она меня встречала, как я ее, какие-то замечания делал, какие-то советы давал в детстве, с самого маленького возраста. Поэтому и они говорят, что беседовать со мной, значит, очень, не то, что приятно, а вот как-то так хорошо. И Зоя Егоровна все время говорит, вот давай поговори с дочкой, с сыном, потому что у тебя очень хорошо получается и убедить, и доказать, и показать. А вот откуда у вас это умение передавать свои мысли так, чтобы это еще и стало влиянием для другого человека? Ну, знаете, я считаю, что любой человек – это дитя природы. Но это не значит, что он там сидит посреди тайги и кричит, да? А это твои предки. Вот природой заложенные твоими предками на генетическом уровне, генетический код. И нельзя считать, что это все то, что у тебя есть положительного, конкурентоспособного, это твои заслуги. Это твое, заслуга да? предков. Их надо, естественно, беречь и развивать. Кто здесь? Зоя. Так много. Здравствуйте, Зоя Егоровна. Но мы специально вас не предупреждали. Мы к вам с цветами. Как всегда. Цветы весенние для вас от нашей редакции. Вы, как всегда, нежданные, негаданные гости. Манна так много работает, да? Ой, уже детишки. Это все ваши внуки? Ага, в общем, родня. Все хорошо, не будем вас отвлекать. Вы мне главный нож посмотрите. Вау. Что за нож? Кто мастер? Это, знаешь, мне после выборов в 2001 году президента, значит, из Мегино-Хангаласского района приехали кузнецы и подарили мне этот нож. Заметьте, после выборов. И они сказали такие слова, как благословение. И ты у нас смело боролся за избирателей, и всегда будь твердым, пусть у тебя будет хорошее оружие.
Ну да, у вас вообще дом, конечно, это хранитель невероятной якутской энергетики. Вот Зоя Егоровна нас тут встречала еще с дымокуром. Жаль, что камеры наши не передадут этот волшебный запах, но Да. мы вот в такой уже уютной обстановке продолжим наш разговор. И мы с вами дошли... Ой, как затрещал. И мы с вами дошли до 4-го нашего мифа. Была информация, вышла информация в сеть, то, что на Украине якобы есть фармацевтическая компания, которая зарегистрирована на вашу семью. И то, что юридический адрес, если взглянуть, то он находится, эта организация в Москве, в каком-то элитном доме, где две смежных квартиры. Вот что это за информация? Но вот этот фильм, это чистой воды фейк, он появился в 2000... это фильм был? Да, фильм был, целый фильм в 2016 году. Тогда во время выборов депутатов Государственной Думы съездили на мою родину моих предков, в село Кентик Верхневильского Луса. Там, конечно, земляки меня поддерживали, но они все это вырвали из контекста. И в Москве сняли фильм в Москве-Сити. Значит, наняли 2 амбалов, и якобы это какие-то охранники. На бумажке написали там имена фирм, значит, и имена, значит, моего сына. Сказали, что это его фармацевтическая компания, которая находится в Киеве. Значит, ну, смешно, конечно, так. Но если бы у меня была возможность создавать фармацевтический завод, то я бы, конечно, не на Украине. Экономической точки зрения выгоднее всего сделать это в России или в Китае, потому что в Китае там дешевая рабочая сила, в России просто это дело датируется, финансируется, есть специальная программа, мы добились того, чтобы была принята такая программа «Фарма 2020», и государство берет часть расходов на инвестиции. В общем, лучше всего сделать в России или в Китае, поэтому это чистой воды фейк. Окей, это пусть фейк, да, но вот возможно... Вы пусть не владеете, но всегда же есть вот такой вот, не знаю, соблазн какой-то, когда у человека есть возможность лоббировать определенные вопросы в определенных местах. Почему бы вам не иметь не на свое имя, не на имя своих там, родственников и так далее, да, а вообще вот. Ну это же возможно, как бы технически. Есть там компания, вы лоббируете и... На самом деле, вот всем. у меня Зоя Егоровна все время говорит, да, вот ты перестань заниматься политикой, лучше бы занялся бизнесом, мы бы тут были бы богатыми, и детей, и внуков обеспечили бы, да. Вот но я выбрал вот этот путь служения, без всяких высоких слов, служения России, служения Якутии, служения своему народу. Вот в 2002 году, когда мне было сказано, да, ты уезжай с Якутии, значит, мы тебе там дам квартиру в Санкт-Петербурге, должность, зарплату, уезжай. Конечно, я думал, размышлял, да. Потом в один прекрасный момент перед моими глазами вот как бы стала такая картина, да. Я встречаюсь с избирателями в сельском клубе, и полный клуб забитый нашими людьми, стариками, значит, молодыми, и они такой верой на меня смотрели. И я принял решение, если я уеду, значит, я их предам. Вот их надежды, их чаяния. Я сказал, что я никуда не уеду, я здесь останусь. Я остался здесь и буду выражать интересы вот простых людей. Это первое. Второе, вот то, что касается бизнеса, да, вот я говорю, я выбрал, конечно, у меня был путь или бизнес избрать, или науку избрать, или само собой. Да, свое дело лучше не создать, чем вот так вот всегда там жертва, всегда там против вас кто-то как бы есть, и все сложно и невозможно. Да, лучше свое дело создать. Вот я бы ответил словами из известного сериала «Мандалорца», да, таков путь, я такой путь избрал. Поэтому я нисколько не жалею этот путь и буду идти до конца. Таков путь. Таков путь. А вот всегда, вот когда человек, вроде бы он чего-то хочет для народа, да, как вы говорите, чаяние народа, вот эти опять к популистским каким-то высказываниям мы возвращаемся, ну, которых называют популистскими, вот вся медиасфера и так далее. А с другой стороны, есть постоянно какие-то силы, которые якобы мешают что-то реализовать. Вот почему всегда так происходит?
Почему человек вот не берет и не делает? Надо там причину найти, вот против меня был тот, против меня был этот, такие силы, эти силы. Но так устроен мир. Есть черный свет, есть белый свет. Белый свет без черного света не может существовать. То же самое, значит, вот есть мужчина, есть женщина, поэтому есть идеологи, есть противники. Поэтому мы все люди, мы все разные, поэтому у каждого свое мировоззрение, свой взгляд на жизнь, поэтому это и есть разнообразие. И поэтому у нас должно быть единство во многообразии. Единство во многообразии, потому что не должно быть единства в однообразии. И быть не может такого. Природа так создала, что есть всегда обратная сторона того или иного. Ну и пользуясь тем, что мы вот фармацевтическую тему здравоохранения, да, обсуждаем, есть такое сейчас понятие, то, что я не знаю, как это правильно называется, то ли оптимизация, то ли что-то. Вот в моей деревне, где 300 человек проживает, да, врача нету, соответственно. Есть только ФАП, где медсестра и фельдшер, да. А в соседней деревне, где 700 человек, 500 человек, там была больница. Ее закрывают, оптимизируют, и тоже, насколько я знаю, ну, в таком, как сказать, в оптимизированном, уменьшенном виде будет работать. Да. То есть это как? Где мало людей, они за людей не считаются? Или вот что с этим делать, чтобы народ-то был хотя бы с врачом, хотя бы с вот смотрите, специалистом? В чем самая главная беда нашего здравоохранения? В чем главное? Вот я вижу три вещи. Первое – это нехватка финансирования. Вот мы выступаем за то, чтобы 2 раза увеличить объем финансирования здравоохранения. Сегодня 3,5% ВВП. Мы добиваемся того, чтобы 7% было. Тогда денег хватит на все. И на обустройство новых больниц, и на оплату врачей, и на лекарства, и на оборудование медицинское. Так? Это первая проблема. Вторая проблема – то, что механизм финансирования здравоохранения, он перешел на принципы бизнеса. Что это означает? Это означает, что деньги дают по количеству больных, по количеству пациентов. Если у тебя много пациентов, значит много денег по нормативу. Если у тебя меньше, значит, да, у тебя меньше денег. Вот и вся беда. Значит, и, конечно, в селе живут мало людей, мало денег дают. И что они вынуждены? Вынуждены вот так называемая оптимизация, в кавычках, да, сокращает. Вот, например, в городе Якутске ввели кардиологический центр, ведут онкологический. Где деньги возьмут? Где деньги? В целом по системе здравоохранения. Где они сокращают? Из-за принципа бизнеса, да? Сокращают в малых селах. Это абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. И третий принцип, это вот мы должны быстрее перейти на новые технологии. Вот, например, ФАП, да, не просто построить здание, оно должно быть оснащено по самому последнему слову техники. То есть в идеале там должен стоять медицинский робот. Это обычный компьютер. Человек приходит, ему цепляет вот здесь, везде, снимает показания, анализы, и сразу это все компьютер, и можно с врачом, не обязательно, чтобы в каждой маленькой деревне был врач. Он может в районном центре консультироваться через телемедицину, он может в республиканском центре консультироваться, если есть какая-то патология какого-то органа, или, не дай бог, Москвой. Сразу связываться и консультироваться. Сейчас мы закон приняли о телемедицине, да, и это работает, но нет оборудования, вот этих медицинских роботов. Вот если сейчас строят ФАПы, они обязательно должны быть оснащены вот этим по самому последнему слову техники. Это не так дорого. Вот во времена действия того же САПИ, да, вот эти вот отчисления, которые производились, 8 районов алмазодобывающих, претензия такая, то, что нету водоочистительных сооружений. Вот нигде, ни в одном из районов нету, качество воды плохое, отвратительное, из-за этого люди там чаще всего заболевают онкологией. На самом деле в Вилюйской группе УЛУСов в каждом районном центре вот эти водоочистные, значит, водозаборные, они построены. Но они плохо эксплуатировались. Но сейчас, наконец-то, они начали, ну, как бы, нет худа без добра, значит, сейчас начали новым оборудованием их оснащать, очищать, значит, но теперь еще надо довести до людей. Или это можно делать в маленьких сосудах, да, значит, в емкостях, или это должно быть централизованное водоснабжение. Значит, мы, на самом деле, это за счет 2% отчисления, они были профинансированы, построены, но не эксплуатировались. Вообще, какое блюдо у вас коронное считается? Коронное? Ну,
когда дети были маленькие, это обязательно по субботам каждую неделю это пирожки. Но когда я выходила замуж, я вообще-то пирожки не любила лепить, стряпать, потому что потом, когда вышла замуж, опять это продолжилось, потому что мама Федота, вот когда мы жили в Якутске, вечерними рейсами из Верхнеуральска, как раз где-то 6 вечера прилетал самолет, и она посылала нам, да, горячие пирожки. Поэтому я не осмеливалась. Потом, ну, конечно, уже как мама. Вот, угощайся. А вот вы сколько лет вместе сейчас? О, Господи, будет 42 года в августе, как мы вместе замуж. Почти полвека уже совсем скоро же, да? А как вы познакомились? Love story, если это возможно. Ой, сколько лет вам было, когда? Так. Ну, когда я рассказывала дочери, ну как-то тоже вот так, мы были знакомы только месяц. И она так, мама, только месяц, и ты вышла замуж? Я говорю, ну да, но зато для познания друг друга это долгие годы, это же так интересно, а не то, что там 10 лет пробовать жить, потом только жениться. Ну, короче, там мне было 27,5. А Федоту 25 лет. В то время это считалось как бы уже девушка в возрасте, КБК, так называемая, да? Раньше так же говорили, расшифровывали. И, наверное, мучили вопросом, когда выйдешь замуж, ну да, выйдешь вот замуж. Уже к этому возрасту, конечно, вот как-то вот что-то молодые люди вот что-то не хотят, ну, особо не стараются знакомиться или что-то. Но я работала последний год, вот в то время, да, работала вторым секретарем у себя в родном Улусе, у Солданском. Там вот мои коллеги, там уже некоторые были хозяйками, женами, да, но они говорили, это у тебя сильно такие ожидания большие. Не, строгие глаза, что молодые ребята боятся подойти, знакомиться. Ну, я не знаю, может быть, так и было. Ну, потом стало как-то, думаю, как, ну, 27,5, что-то. Ну, ладно, раз не буду выходить замуж, буду работать в комсомоле, потом партии, куда партия позовет, туда и пойдем. Да. Ну, получилось так, что раньше, в то время, вот комсомольских работников направляли учиться. Амурская зональная комсомольская школа была Благовещенская. Там дом молодежи, где в одном месте там гостиница, и где учатся. Вот это, да. И вот в мае 80-го года нас отправили вторых секретарей на учебу, месячные курсы. Но там из некоторых улусов приехали заворги, инструктора, некоторые. А Федот был, в то время работал в Нерюнгере, в комбинате Якутуглистрой, это на правах райкома комсомола, вторым секретарем. И он тоже вот вместе с вторым секретарем горкома комсомола. То есть не в Якутии даже встретились? Ну, в Якутии оказывается, случайная встреча тоже была. Вот семинары же проводились республиканские. И вот как-то мы, зимой дело было, а у меня старшая сестра жила в Чакурдах, и это крайний север, там писец, там дубленка, поэтому у меня была белая песцовая шапка, дубленка, унты тоже в то время красивые. Все это было. И Федот подумал, что... И с ним вот отправили письмо, записочку, да, вот коллеги из Среднеколымска, что ли, Светлане Амосовой, да, и он должен был передать, вот, заодно, говорит, познакомься, молодая незамужная девушка, вот такая бывшая, ну, коллега по Нерюнгере, так сказала, передала письмо, записку, а он подумал, что это я, вот, ну, по-северному одетая девушка, значит, наверное, это Светлана, и он подошел знакомиться, ну, спросил, это потом рассказывают, а я вообще не помню это. Говорит, девушка, извините, вы Света Амосова из Среднеколымска? Я говорю, нет. И пошла. Ну все, больше я не помню. Я вообще, ну, несколько раз, оказывается, на семинарах встречались, но внимания никакого. А потом вот попали на месячные курсы. И получилось так, что комната в гостинице у нас вот Жиганска и Соленька, и я вот у Солданска вместе, вот 3 девушки, а рядом вот Нерюнгеринский горком, Федот и еще трое. И получилось так, якутяне все собрались, и у нас чаевничали, у них, в их комнате танцевали. Ой. Ну вот первые танцы. Он меня пригласил, Ой. начал еще по-русски разговаривать, а я аласная девушка, особо по-русски не общалась.
Но как будто я тоже не, как это говорят, не лыком шита, да, или как, да? Я говорю, тоже, он спросил, как зовут, да, ну, примерно знаешь, все равно, да, все представились. Он говорит, у вас какая специальность? А я говорю, ну, если я скажу просто библиотека, это как-то просто. Но у меня по диплому библиотекарь, библиограф, высшей квалификации, научной и массовой библиотек. Я полностью врать. Он говорит, о, как раз говорит, я очень интересуюсь библиографией, потому что я хочу заняться наукой. Вот так познакомились. Он там по истечении месяца, он мне сразу признался в любви и сразу сказал, выходи замуж. Я говорю, ничего себе, но я там по документам узнала, что он младше меня на 2,5 года, это очень много. Это сейчас 20-30 лет, это в шуте, да? Я считала, я говорю, ну ты меня возрастом никогда не догонишь. Тем более так быстро. Я говорю, нет. И поехала себе домой. Но он приехал сразу через неделю, все равно приехал за мной. Говорит, да или нет. Ну, я к тому времени, конечно, я удивилась, думаю, я уехала, думала, все, ну ладно, я отказала, все. А нет, он настырный, оказывается, ну, значит, целенаправленный, значит, он как-то что-то во мне увидел, наверное, да, и раз человек цель поставил, значит, он должен достичь. Ну, как он предложил, ну, там никаких целований, обниманий, ничего, все по-комсомольски, пионерски. У меня как раз там юбилейный сыр был районный, поэтому я в бегах вся была. И вот только под утро мы только встретились, я пригласила к себе, там у меня там гостей много, там мы на кухне сидели, разговаривали, ну где-то уже, ну, утренняя заря, прямо, ну, кымтахсыхта, вот солнце должно зайти. И он меня спрашивает, ну, все, говорит, скажи, я полюбил, и я хочу жениться на тебе. Хочу ответ получить. Если ты скажешь нет, я встану и уйду. Если ты скажешь да, то мы должны обсудить, когда и где и как свадьбу сыграть. Как конкретно? Все конкретно. Ой, я думаю, ну ладно, про себя-то думаю, так, ну возраст-то уже, говорю, ага, и никто ко мне с таким предложением никогда не это, ну, в студенчестве был как, друг. он не понравился? Ну, он не то, что не понравился, у меня был в студенчестве друг. Ну, как-то, не скажу, что это прямо первая любовь, да, но друг, мы дружили, одноклассником, он такой стройный, высокий, но все девушки таких вот мечтают, да? А тут он такой плотненький, ну, упитанный, такой, да, а меня вот покорило то, что он вот целенаправленно, вот, значит, он захотел, я говорю, значит, с ним, наверное, по жизни будет легко. Значит, я буду за ним, за как каменной стеной. Я подумала, потом говорю, ну вот, сейчас, если вот один лучик солнца, вот как раз там терраса была, и говорю, выглянет там, ну, луч солнца. Я только подумала, и сразу вот луч солнца сразу по стеклу, пшик, я говорю, значит, судьба. Сигнал. Да, знак. судьба. Я говорю, ладно, хорошо. Он так обрадовался. Ой. Федот Тумусов продает мандаты, и внутри партии решение принимает сам единолично. Что вот смотрите, мы оппозиционная партия. Оппозиционная партия, и к нам идут люди убежденные борцы за справедливость. И они, значит, вот у нас даже студент есть, я уже говорил об этом, да, студент является депутатом Ильтюмен. И то же самое, вот эти все остальные люди, вы найдите хоть одного человека, который скажет, вот я купил мандат. Нет таких. Потому что такого, чтобы там, вот я тебя назначил, нет этого. Поэтому мы, и те, кто с нами работает, кто с нами участвует в выборах, они всегда испытывают огромные сложности. Их лишают работы, их лишают наград, им не представляют. Множество чего там, ну, люди знают, да, если ты в оппозиционную попал, то ты уже попал, считай, в опалу. Поэтому к нам идут только мужественные и убежденные сторонники справедливости. Чтобы что-то для чего-то это купил, это, ну, это практически невозможно. Но тем не менее, еще Сергей Миронов, да, первое лицо партии, открыто заявлял о том, что вы главный спонсор нашей партии, вот так называют. Ну, есть такая информация. Нет, это фейк, потому что это фейк, да, это обычный фейк. Потому что много всяких разных мифов ходит, и 99,9 это фейк.
Вот самый богатый человек, да, фейк. Вот главный спонсор партии фейк. Вот в одно время, вот, когда в 2008 году были выборы парламента республики, наш парламент и множество других законодательных собраний, мы единственные набрали 15% в Якутии. Во всех остальных субъектах 4-5%. И стоял вопрос, закрывать партию или оставлять. И благодаря Федоту Тумусову, потому что он набрал 15%, партия осталась в живых. Потому что есть где ему верить, понимаете? Это факт. Возможно, этот факт взяли и перевернули, как будто он спонсор. С точки зрения электоральной поддержки, да, я как бы спонсор, потому что всегда мы не меньше 15% набираем. И следующий наш миф — это то, что вы националистические ноты у вас звучат, то, что вы националист. Я даже видела то, что вы в Думе ходите в своем якутском камзоле, да, как бы. Да. Что это за С одной вопрос стороны, такой возникает? Я горжусь тем, что на мне огромная ответственность представлять интересы всех якутян. Нас и так мало, меньше миллиона. Интересы, чаяния всех якутян представлять в высшем законодательном органе страны. Это любой, когда меня увидит, он сразу начинает ассоциировать с Якутией. Всегда, когда зима, у вас там холодно, там и так далее. То есть Якутия, Тумусов — это Якутия, Якутия — это Тумусов для депутатов Госдумы. Это как дважды два, с одной стороны. С другой стороны, я секретарь президиума политической партии «Справедливая Россия за правду» по национальной политике. То есть на меня возложена обязанность вырабатывать национальную политику нашей партии. Так? И это огромная ответственность, и это огромная гордость. Я, конечно, патриот своей республики, своего народа, Минсакабын, но я, по сути, интернационалист. Понимаете, да? Вот хочется очень затронуть тему нашего родного языка, Сахатыла, потому что сейчас и везде, везде звучит тема то, что дети пошли русскоязычные, даже если семья Саха, дети только на русском могут понимать, потому что YouTube на русском, игры на русском, в саду, в школе, все на русском. Соответственно, среды нету, да, якутскоязычной. Да, это первое, дети уже пошли. Все начинается с семьи. Все начинается с семьи. Вот Россия, она начинается с семьи. У меня даже такая книга есть. Россия начинается с семьи. Если в семье мама, мать, да, значит, говорит на родном языке со своими детьми, да, тогда этот язык сохранится. Если мама будет говорить только на английском, эти дети будут англичанами. Очень интересная у вас философия получается. Как главный, кто в семье, папа, а за знание языка отвечает сразу мама. Однозначно, потому что она хранительница семейного тага. Внутри дома она главный человек, внутри дома она главная, а для внешних связей мужчина. Для привлечения инвестиций, привлечения денег, привлечения всего добра это мужчина. А внутри дома хозяйка это женщина, хранительница семейного очага. Вот она общается с ребенком, начиная с молока, да, она общается. Если она папа будет... что, не вот общается? У меня, например, такой, есть такой, как бы, это не байка, это быль. Значит, когда мне было месяц, всего-навсего месяц, и я, наверное, лежал на груди у матери, да, и вдруг по радио передают, вот какой-то депутат Верховного Совета приехал, и тогда мама моя воскликнула: о, мой ребенок будет депутатом. И бабушка рядом сидела и говорила: ну конечно, то есть саркастически заметил. То есть мама прививает. Все то, что от природы есть, от природы пришло, все расшифровки генетического кода, это мама прививается с самого начала. Это так природой заложено. Не потому, что она, женщина, виновата, просто от природы. Она пуповиной связана, понимаете? Он уехал и сразу, говорит, в Якутск, как приехал, говорит, маме позвонил. В тот год, в 80-м марте, как раз маме исполнилось 50 лет ему, да, его матери. И она говорит, ну, юбилей в то время такие большие юбилеи, там, материальные издержки, всякое. Так, ребята, никто больше не женится, а то я буду юбилей играть, а чтоб свадьбы не было. Говорит, нет, никто. Младше 2 года есть брат, который тоже 30 июня родился. Он уже женатый, ребенок есть. И никто вроде, нет, говорю, никто. А вдруг через вот март, а тут июнь получается, да? Старший первенец говорит:
мама, я женюсь. Она вот такого-то, обувь такого размера, талия такая-то, вот, да, все рассказал. У Салданского. Он вообще первый раз вот вступил уже на Салданскую землю, не знал. Поэтому он взял одного инструктора, который родом из Барагонца, у Салданска, с собой. Вот где что там. Ну вот так я стала как невестой, да, получается. Свадьба. Да, где ну была потом, сыграна? да, и сразу он про свадьбу. Говорит, я сейчас вот работаю, отработаю, и как раз, говорит, вот в августе получу, Зарплату? ну, да, договорюсь об отпуске, и съездим нашим в Верхний Вилюйск, там сыграем свадьбу, и, вот там, и у нас тоже, да. Но, ну, потом мы как-то вот немножко переписывались, письма, сохранили в архиве семейном. Да. Я там в первом письме, оказывается, написала, что, кстати, по-русски мы все переписывались. Написала, что я буду тебе опорой жизни. Ну вот я себе, наверное, как аффирмацию сказала, оказывается, и по жизни я вот, ну, опора не такая вот, которая, а вот именно как жена, да. Вот. Ну вот, и живем, 42 года будет. Но все было в жизни семейной. Хорошо, что мы только маленько были как бы знакомы, да, мы стали притираться друг к другу, узнавать и познавать друг друга уже вместе. Вот, и он же такой лидер. Да. И еще у него такое, знаете, традиционное вот у меня сестра старшая как-то говорила, что Зоя, если ты выйдешь замуж, надо жить совсем отдельно от двух родителей. От двух родителей именно, да, самим. И у нас так получилось. Он вообще в Нерюнгри жил, поэтому я вообще поехала в Нерюнгри, Тумусовой приехала, и очень быстро привыкла поэтому к фамилии Тумусовой, да. И, ну, опять же, аласная девушка, впервые, вот где все западные Украины, там все это на русском разговаривают. Ну так, но мы, молодежь там же была, якутская молодежь, молодые семьи, мы так сдружились. Каждые дни рождения вместе справляли по очереди, то одной семьи, то другой. Ну так хорошо очень жили. А он же лидер очень, да, такой? Ну вот, как я сказал, так и будет. Да. Это сложно? Ну, знаете, откуда во мне все это, наверное, то от матери, от родителей, наверное, от своей семьи, где я родилась. Именно, как сказать, ценить слово мужчины. Слово мужчины. И я приняла его как «Оже, пых надо». Как главу семьи. Как приняла, наверное, от отца. Вот отец у нас был... Он самое уважительное отношение к отцу у нас. Вот мама тоже была такая, как отец скажет, но она так и не говорила, но мы в этой атмосфере росли, родились и росли, где мама была за мужем тоже. Не замужем была, а за мужем. И за мужа. Вот, наверное, от этого и все пошло, что мужчина решает все. А вот то, что домашнее, ну это же все с опытом приходит. Но первые годы не сравнить сейчас вот, да, совсем. Много слез я пролила. Да? Конечно. Была притирка. Притирка была. Но я же совсем вот не знала, что такое жить с мужчиной другим, кроме вот папа только, видишь, брат у меня один младший был. И вот поэтому, вот видите, притирка молодых. Это тем более вот только месяц знаешь его, да. Он совсем другой семьи вырос, рос, да, и вот. Но меня очень... Что в этом главное, вот что имеет значение вот в этом, в этот момент, когда ты притираешься, когда ты вот принимаешь, что он главнее, я за ним буду, это как Мне он кажется, решит. знаете, вот умение разговаривать друг с другом. Да? Не раз и все, а вот разговаривать. Мы всю жизнь, вот сейчас тем более, да, очень разговариваем друг с другом, и дети, с детьми, и внучатами тоже, вот именно разговоры, проговаривать свое, да, разговаривать, уметь слушать, уметь принимать, уметь говорить друг с другом. Это же тоже великая А что вещь. вы обсуждаете, например? Ой, все. Ну, в смысле, кроме политики. Да? Мы как договорились, ну, он стал Так как он 30 политиком. лет политики. Нет, ну, как он стал политиком, я говорю, ты вот за порог переступаешь дома, все, ты мой муж, отец детей, а теперь дедушка. Ой, какой он дедушка славный вообще. И все.
Поэтому вот, если бы я знала, вот я знаю некоторых подруг, которые вот, ну, мужья тоже вот на посту, там какую-то должность, да, они как бы иногда бы по их разговорам, иногда я чувствую и понимаю, что они в курсе дел мужа. А я не такая. Да? Я не хочу быть в курсе мужниных дел. Он же вот политик, все. Политика это совсем другое. Поэтому он себе вот свое предназначение нашел там, и, конечно, он там все несет с собой, как бы, да. Но бывают моменты, и я сейчас вообще ни на каких форумах не сижу, в интернете не копаюсь. А вот как воспринимаете тогда? Все-таки до вас все равно доходит, да? Вот, конечно, доходит, да. Кто-то, вот да, мы 10 родственники там говорят, да. про Федота так написали или что-то такое. Да. Здесь я скажу, может быть, обычная вещь, может быть, да, это я знаю истину и правду свою, какой он есть, какой он отец, какой муж, это, поэтому и с этой правдой я живу, поэтому то, что это вот слухи, слухи это их слухи, ну пусть они гуляют сами по себе. Зачем я его буду пускать себе в душу, в сердце свое? Так я вообще, если бы я это все пускала, я говорю, давно была бы, может быть, меня не было бы давно, да? Или вообще я где-то в какой-то психбольнице или где-то была бы, да? Если бы это все принимала близко к сердцу, пускала в дом. А вот когда муж такой яркий человек, да, сильная личность, это крест или это особая возможность, не знаю, вознаграждение, подарок судьбы, может? Ну, не знаю, вот у него кредо такое, вот я его приняла, а я вот только хозяйка дома. Я никуда никакие вот тусовки всякие светские или какие-то вот эти не хожу и не ходила. Ну, раньше бывало там корпоративные вечера, там всякие, да, ну, туда, конечно, как жена-то все равно ходила, там присутствовала. Ну, много было свадеб разных, юбилеев, где нам приходилось быть свадебными генералами. Это тоже так было. Было же такое, да? Это сейчас вот только родня, там приглашают. Да, раньше вот такое было. Ну, бывало, что делать? Люди пригласили, приходилось ходить, да, такие. Ну, особо я не люблю. Вот, я люблю как бы простые встречи, вот душевные разговоры. Веселые встречи с пением, пляской. Это тоже люблю. Есть мнение, что ваш портрет висит в Израиле, и то, что чуть ли не на вас не молятся, потому что вы являетесь там каким-то спонсором и меценатом. Насколько это так? Ну, это тоже миф. Миф, придуманный, можно сказать, моими врагами. Я бы сам хотел посмотреть на этот портрет, где там в Иерусалиме, в каком-то музее висит Тумусова, и на него ходят молятся. Да? Это первое. Второе, если это есть, давайте фотографии, дайте фотографии, где она висит. Но, я бы сам хотел посмотреть. Вы читали про это, про себя? Вот понимаете, сегодня у нас такой век, да? Люди больше верят фейкам. Людей всех волнуют фейки. А то, что настоящее, они думают, ну, настоящая, она, наверное, настоящая, и как бы их не волнует. А когда фейк появляется, появляется интерес, появляется обсуждение, появляется распространение, так называемое вирусное. Вот да? сколько лет вы в политике? Ну, лет 30 уже. Вот 30 лет да. Вы под прицелом. И чуть ли не каждый день там появляются разные вот эти слухи, домыслы, да, безусловно, они доходят и до ваших близких, и до вас. Вас это расстраивает? Поговорка, по-моему, Марк Твен сказал, да, все то, что пишут про политика, кроме некролога, это хорошо. Поэтому, с одной стороны, да, действительно, это реальность, да, когда каждый твой шаг, каждый твой чих обсуждают там и подают в разном виде, да, в разных соусах, это, ну, естественно, да. Но, с другой стороны, смотрите, если бы мне народ не доверял, вот столько лет я бы не был, наверное, политикой. Вот поэтому я этим очень дорожу. И каждый раз я каждый день пытаюсь доказать, что я дорожу вашим доверием и готов каждый день бороться за ваше доверие. Для этого надо быть честным, для этого надо быть мужественным, для этого надо быть немножко умным, чтобы предлагать те решения проблем, которые существуют. Окей. А ваши близкие как к этому относятся? Переживают, переотправляют, вот, смотрите, раньше вообще у меня было такое правило, да, когда я перехожу через порог своего дома, значит, все проблемы, проблемы и все мысли и так далее о работе оставляю за порогом. Дома я муж, дома я отец, дома я дедушка.
Вот и до сих пор я придерживаюсь этого правила, я оберегаю своих близких от всяких разных. Но иногда бывает, что, естественно, сейчас же век такой, что там информации как бы не удержишь. Они что-то читают, всегда спрашивают и всегда знают, где правда, где неправда. Вы топили документы САПИ в реке Вилюй? Смотрите, вот я хочу сразу сказать, что САПИ – это одна из лучших, одна из самых эффективных организаций, которые когда-либо были в истории Якутии. Я, например, убежден в этом. Да? Доказательством является вот Алмаз Эргенбан, доказательством является вот Сахамедстрах, это же САПИ Полисмет. Вот эти два острова, да, значит, они остались, они нормально, эффективно работают. Значит, изначально это было заложено абсолютно правильно и абсолютно верно. Это первое. Второе, вот всяческих разных мифов было придумано много, значит, с самого начала создания. Вот что такое фонд вообще, да? Фонд – это сосуд, куда наливаются там, значит, деньги, потом они распределяются, так? Фонд. Мне предложили возглавить фонд. Значит, но я предложил концепцию финансовой корпорации. Тогда только плановая экономика рухнула, да, надо было создавать рыночную экономику. И надо создавать инфраструктуру, то есть целую систему. И научить людей работать в условиях рынка. Вот для этих двух задач я предложил Николаеву Михаилу Ефимовичу концепцию финансовой корпорации. Давайте разъясним, что такое финансовая корпорация. Вот. Корпорация – это вообще сложная структура, которая, значит, решает сложные задачи в сложное время. Значит, да, чтобы извлечь прибыль или что да, делать? Нет, сначала мы создали инфраструктуру, то есть создание рыночной инфраструктуры. Когда главное, главный элемент рынка это что? Это финансы. Да. И где они текут, где они там как бы циркулируют, банки. Значит, да, потом главная особенность рыночной экономики это что? Это риски. Риски, то есть каждый раз риски, никаких гарантий нет. Значит, риски страхуются. То есть второй элемент это страховая компания. Да? Потом собственность, да, она тоже работает. Покупается, продается, там инвестиции, фондовый рынок и так далее. Это инвестиционная компания. Вот такой последовательности я и создавал. Как только фонд создали, значит, через полгода я создал банк, Алмаз Эргенбан. Потом через год, значит, через еще полгода создал страховую компанию, которая страхует риски разного рода. Потом создал инвестиционную компанию, это работа на рынке ценных бумаг. Вот только потом, через 2 года, я создал торговую компанию и гранильное производство и так далее. То есть, даже когда люди видят, как грамотно все построено, кто это придумал? Я придумал, концепция моя, да. Значит, вот эта эффективная, нормальная компания начала, и даже нам деньги не давали, да. Вот эти, мы в республике ничего не брали. Мы создавали вот эти алмазами сырыми, брали, обрабатывали, продавали, получали деньги, получали прибыль, и это вкладывали в социальную сферу. Строили больницы, школы, другие социальные объекты, программа была обучения людей. Да? И 10 лет это работало? На самом деле 10 лет это календарный срок. Да? А деньги на вот эти алмазы нам давали всего 5 лет, на 93 по 99. 99 года это все прекратилось. Почему? Потому что увидели, что растет нормальная, крепкая, сильная структура, вот государственной корпорации. Сейчас в России всей экономикой управляют государственные корпорации. Да? И вот мы первыми создали такую государственную корпорацию. Не ответили на главный вопрос. Утопили ли вы, в конце концов, документы? Вот я говорю, все документы были изъяты. Значит, МВД, значит, они, насколько я слышал, они их возили в Хабаровск, возили из Хабаровска обратно возили, дальше я их не видел. Может, они и утопили. Но точно мы не... У нас все было изъято, все документы, все компьютеры были изъяты. Понимаете? Следующий миф точно так же касается САПИ, то, что поступило буквально чуть ли не 100 миллиардов рублей, потому что каждый год вот 2% Алросы это примерно 10 миллиардов ежегодно, вот 10 лет это 100 миллиардов. Наш Ленский мост стоит 50 миллиардов или там чуть больше. Могли бы 2 моста построить. На самом деле вот за эти 5 лет, которые 93 по 98 год, поступило 620 миллионов рублей по сегодняшним деньгам.
620 миллионов рублей. И за эти деньги можно, ну, условно говоря, 3 школы построить. Да? А мы построили множество объектов. Вот туберкулезная больница в Верхневилюйске, детская больница в Вилюйске, аэропорт Сунтара. Множество еще других программ было реализовано. Да? А миф о том, что там вот сегодня, да, сегодня поступает, по-моему, чуть ли не 600 миллионов каждый улус алмазной провинции. Потому что, во-первых, выручка Алроса увеличилась, да? Во-вторых, они реальными деньгами дают. Мы же получали алмазами, и тогда и выручка была 2-3 раза меньше в акционерной компании. Это тоже, вот, видите, специально выдумываются такие мифы. Ну, потом спрашивают, где деньги? Они все, весь перечень объектов, каждый рубль, значит, утверждался советом учредителей. Во времена САПИ, во времена действия САПИ, от государства было выделено тонна золота через Комдрагметалл. Это 85 слитков, вот, штук слитков, 13,5 миллионов долларов США по тем меркам. И 63 миллиона рублей по нашим в рублях деньгам. это примерно 80 миллионов рублей, по-моему, даже 62 миллиона рублей по тем ценам, которые были. Тогда и рынка золота-то тоже не было. Где это золото? Где тонна золота? На самом деле, да, действительно, Николай Михаил Ефимович своим указом, значит, выделил на 3 года тонну золота фонду САПИ. Значит, мы его превратили в деньги, 62 миллиона рублей, и вложили в производство. Алмазогранильное производство, столярный завод, транспортные предприятия и другие, значит, производственные предприятия, и они принесли через 3 года прибыль 400 миллионов рублей. И тогда тонна золота стоила где-то 80 миллионов. Значит, я внес на рассмотрение совета учредителей, тогда был Штуров председателем, говорю, вот давайте купим тонну золота и вернем. Все остальное у нас нормально работает. На то он сказал так, ну это же государственная собственность, все то, что вы создали и работает, нормально работает. Я договорюсь с Николаевым, а это мы оформим как государственную собственность, и тонну золота не надо возвращать. Но то ли он не договорился, то ли это была такая специальная операция. Значит, тонну золота, естественно, совет учредителей принял решение не возвращать, а оформить как государственную собственность. Но потом, после выборов президента, это как бы подняли, как будто это тонну золота не вернул, значит, и так далее, вот эти мифы. То есть вы единолично решение не принимаете? Нет, конечно, я не принимаю. Вот эти 400 миллионов, они были направлены на строительство вот социальных объектов. То, что я говорил, вот туберкулезная больница, детская больница, аэропорт и прочее. А вот как вы были назначены руководителем? Сколько лет вам тогда было? Это был 93-й год. Да? Я работал в Верховном Совете председателем комитета по развитию рыночных отношений. И предложение поступило от премьер-министра, от Штурова Вячеслава Анатольевича. Он говорит, давай вот мы создаем фонд и давай туда перейди. Ну, я дал согласие, и так я попал туда. На самом деле это детище суверенитета. Значит, в 91 году был объявлен суверенитет. Экономический суверенитет республики, согласно которому все недровые богатства, которые находятся на территории республики, все то, что находится на поверхности, леса, воды, все то, что здания, сооружения, это собственность республики. И с этим согласилась Россия. Берите столько суверенитета, сколько можете проглотить. И на основании него, значит, был заключен договор между акционерной компанией «Алрос» и республикой о 2% отчислениях в целях выравнивания в социально-экономическом основании 8 улусов алмазной провинции. Но он еще, значит, 1,5 года не создавался, он просто был заключен и все лежал. Видимо, человека искали. Ну, потом Штуров мне предложил, я согласился. Вы знаете, вот разбор наших 10 мифов я хочу закончить словами Оскара Уайльда. Я столько много слышал о вас клевету, что я убежден, что вы прекрасный человек. Вот спасибо смотрите, вам за диалог. Спасибо. Вы не задали еще такой вопрос, но я сам себе задам и сам себе отвечу. Давайте. Вот ваш кумир политического деятеля, да? Для меня кумиром является Уинстон Черчилль, который один раз выступил с целой лекцией, да? Собрались куча народа слушать лекции. Он произнес только 3 предложения. Никогда не сдаваться. Супер. Это классно.
Я за.